Размышлизмы, 18 апреля 2021 года, и речь сегодня пройдет про петицию на сайте Голос.РБ, петицию номер 37739, о возврате вкладки в паспорте гражданина Российской Федерации на башкирском языке. Речь идет про вот эту вкладку, которую вы сейчас видите, вот я вам показываю. На этой вкладке написано Башкортостан, Республика Г, Республика Башкортостан. Вместе с гербом Республики Башкортостан сама вот эта вкладка содержит 2 листа, то есть 4 страницы. Ну, соответственно, я их сейчас вам показывать не буду, потому что мои личные персональные данные, да. Но вот, соответственно, последний лист содержит, допустим, следующий текст. Россия, Федерация, Г, гражданин, паспорта Турханда, положение НАН, ПВМТ. Ну и так далее, и так далее. И тут сказано, что 45 лет, в том числе меняется паспорт в 14, 20, с 20 до 45 и 45 до смерти, соответственно. Да? Вот, используются соответствующие паспорта. Вот эти вкладки давались, соответственно, гражданам Российской Федерации в соответствующее время. Да, вот при Рахимове, я так понимаю, сейчас уже данные вкладки отсутствуют в паспортах, но для меня они представляют ценность, и, соответственно, поэтому я хотел бы, чтобы у меня в паспорте данная вкладка была, и поэтому я не хочу 45 лет менять паспорт. И я вообще хотел бы быть еще гражданином другого нормального государства, западной цивилизации, да, к этому сроку, хотя бы к 45 лет годам. Соответственно, моей родиной является Республика Башкортостан, как я уже говорил, и я хотел бы увидеть хотя бы эту вкладку в паспорте гражданина Российской Федерации. К сожалению, у меня сейчас нету нормального своего личного государства, да, которое отвечает интересам моей нации. Ну, соответственно, мне приходится жить в государстве под названием Российская Федерация, и Республика Башкортостан является частью данного государства. Да? Ну, хотя бы вот эту вкладочку я бы хотел бы иметь. В связи с этим я решил подписать данную петицию. Вот эту вкладочку я хотел бы иметь в своем общегражданском паспорте гражданина Российской Федерации. Вот она, да, еще раз показываю. Мы видим, что данную петицию создал Саидгалин Ильшат Салаватович 12 апреля 2021 года. За 6 дней, даже за 7 дней, данную петицию подписали, включая меня, 6 человек. 6 человек из славных 2 миллионов представителей башкирского этноса и будущих членов башкирской нации подписали данную петицию. Давайте почитаем текст данной петиции. Прошу рассмотреть возможность возврата в паспорта граждан РФ, выдаваемых в РБ, вкладки на башкирском языке, но не для всех подряд, а только для желающих. Предусмотреть возможность выдачи такого паспорта для желающих, проживающих за пределами РБ, для тех, кому такая вкладка важна. Лично мне такой документ нужен хотя бы для того, чтобы было документальное подтверждение корректного написания ФИО. Ну, такой текст был написан Ильшатом Саидгалиным, соответственно. Да? Ссылку на соответствующую петицию будет в описании к данному видео и в первом закрепленном комментарии. Вы, соответственно, любой желающий может эту петицию подписать. Для этого вам нужно по этой ссылке, вот вы сейчас ее видите, зайти. Там нужно будет нажать кнопочку «Войти», и через госуслуги вы зайдете, соответственно. Да? И потом просто нажать кнопочку «Подписать», и еще раз там нажать, что вы соглашаетесь там, на обработку персональных данных и так далее. И петиция автоматически будет подписана. Будет ваше ФИО и дата подписи. Там можно скрыть, видите, имя скрыто, да? Можно сделать публично. Но я решил сделать это публично. Все-таки я публичный блогер, общественный деятель и глава, на текущий момент глава Башкортостанского, значит, отделения Федеративной партии. Вот. Соответственно, все здесь у нас подписано, да? 6 человек подписалось. Сегодня у нас 18 апреля 2021 года. Распространяйте данные видео. Я не думаю, что большое количество подпишет в эту петицию. Да? И я также не думаю, что даже если какое-то количество наберется подписавших, что будет что-то изменено. Но тем не менее, те, кто считает, что он может это делать, что это полезная вещь, вы можете это сделать. Вы можете подписать данную петицию. Сразу говорю, что я снимаю с себя ответственность за любые негативные последствия от подписания вами вашей петиции. То есть, если вы чиновник и вас за подписание данной петиции уволили, это ваши личные проблемы. Да, то есть, когда вы ведете какую-то гражданскую активность, вы понимаете те риски, на которые вы идете. Соответственно,
если там по каким-то другим причинам, то есть я вам рекомендую, если вы являетесь, например, каким-то, не знаю, таксистом, да, учителем в школе, я не знаю, с человеком там, с невысокой зарплатой, там, строителем, да, и так далее, то, в общем-то, вам терять особо-то нечего. Да? Вам терять особо нечего, вам не стоит бояться там, какого-то государства, санкций, да, то есть у вас и так ничего нет, вам терять нечего. Какой вам смысл чего-то опасаться? А мы знаем, что у нас значительное число представителей башкирского этноса и будущих членов башкирской нации, они, собственно, как бы не очень богато живут, и им реально терять нечего. Поэтому вы спокойно можете данную петицию подписывать. Если вы являетесь жителем деревень, если, соответственно, вас эксплуатируют колонизаторы, если ваших детей отправляют служить в армию, да, и ничего не дают вам взамен, значит, если вас используют на каких-то трудах в Сибири, да, и не дают вам возможности нормально развивать вашу культуру, да, лишают вас вашего государственного языка, вашей государственности и так далее, государственности, вы имеете полное право подписать данную петицию. И, в принципе, они и так сделали все то, чтобы вам было плохо. Что они еще могут сделать? Что? За то, что вы подписали петицию. Я думаю, что ничего особого они сделать не смогут. Ну, придут, расстреляют, что ли, вас там, не знаю. Наркотики попросят, вряд ли. То есть из-за какой-то петиции никто этим заниматься не будет. Поэтому, уважаемые граждане Республики Башкортостан, кому важна данная вкладка, прошу, подписывайте данную петицию, хотя это дело такое, в которое я особо не верю, но такое символичное значение оно, может быть, и имеет. Вот, что я хотел сказать в данных размышлизмах. Еще раз говорю, что ссылочку на данную петицию будет в описании к данному видео. Спасибо большое за внимание. И, естественно, в прекрасном Башкортостане будущего будет паспорт. Да? Паспорт соответствующий, где будет написано Республика Башкортостан, и она будет на башкирском языке. Да, и башкирская нация будет решать, этот башкирский язык будет на латинице, на кириллице или на каком-то другом алфавите. И никто не сможет унижать наше человеческое достоинство и внедрять нашим детям какой-то чужой язык и какой-то чужой алфавит. И никто не сможет за нас решать какие-то прочие вопросы, грабить нашу республику и так далее, и так далее. В прекрасном Башкортостане будущего так и будет. А сейчас я просто предлагаю подписать вам данную петицию по поводу вкладки в паспорта на башкирском языке. Всего хорошего, до свидания.